Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. Кибердом – это первое в мире индустриальное пространство, полностью посвященное гипербезопасности. Он объединяет бизнес, государство и общество для развития российской технологической индустрии в области информационной безопасности. Наши гости в студии: Александра Щедюк, заместитель генерального директора Кибердома, город Москва. Александра Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите для начала о Кибердоме, его подготовке для участия в федеральном форуме «Цифровой алмаз» в Якутске именно. Спасибо большое. Кибердом – это уникальный проект в мире. Действительно, аналогов его не существует. Это проект, который занимается системным развитием индустрии кибербезопасности в нашей стране. По сути, это и большое объединенное комьюнити в размере более 2000 специалистов в области информационной безопасности совершенно разных направлений. Это и этичные хакеры, и исследователи, это аналитики, эксперты, это люди, которые выбрали профессию защиты, цифровой защиты бизнеса. Это люди, которые занимаются форензикой, синтом, расследованием в области преступлений в сфере кибербезопасности. Также проект носит социальный характер. Мы системно занимаемся программами по киберграмотности для общества, для того, чтобы помогать нашей стране и всем гражданам бороться с кибермошенничеством. Работаем со стартапами в области информационной безопасности, с вузами, рассказываем школьникам о перспективах этой профессии, ведем диалог с государством относительно текущей регуляторики в данной сфере. То есть это достаточно обширная сфера треков. И также в Кибердоме в Москве, в центре города, мы открыли здание. Это своеобразный дом для индустрии кибербезопасности, внутри которого также находится уникальный киберполигон, в рамках которого представлены 6 индустрий, включая космическую, где студенты в области информационной безопасности и специалисты могут тренировать свои навыки и проверять информационные системы бизнеса на устойчивость к атакам. Ну, расскажите о подготовке для участия в нашем цифровом алмазе. Мы сотрудничаем с цифровым алмазом уже не первый год. В прошлом году мы готовили сессию, посвященную кибербезопасности для системообразующих предприятий республики. В этом году наше сотрудничество расширилось. Мы организовали 2 сессии. Первая посвящена дуальности использования искусственного интеллекта в области кибербезопасности и цифрового развития бизнеса. И вторая была посвящена профессии и будущему профессии белого хакера и этичному хакингу в стране и непосредственно в республике. Ну, это ваше первое участие или не первое? Ну, как говорю, мы сотрудничаем уже 2-й год. В прошлом году, да, нам удалось очень эффективно посотрудничать, и в этом году был более широкий спектр наших совместных работ и в подготовке к данным сессиям, и в вовлечении специалистов и высоких экспертов в данной области, которые приехали из Москвы, также в содружестве с экспертами, образовательными учреждениями, компаниями внутри республики. Ну и на полях форума, Министерство инноваций и цифрового развития республики, и Кибердом подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности и информационных технологий. Расскажите о соглашении в целом и каковы его пункты. С Анатолием Аскалоновичем мы подписали вчера соглашение. Основная его суть – это сотрудничество с Кибердомом и правительством республики в рамках развития так называемого кадрового резерва в сфере кибербезопасности и цифровой защиты. Мы планируем провести ряд очень важных мероприятий, таких как Большая республиканская олимпиада по отбору талантов в направлении белого хакинга и специалистов для реагирования на инциденты по кибербезопасности. Мы хотим популяризовать эту профессию в республике и ввести возможность обучения дистанционного данной профессии во всех, даже самых отдаленных уголках республики, чтобы талантливая молодежь
как я уже сказала, со всех концов республики могла осваивать эту профессию. Ведь это достаточно перспективная профессия. Сейчас на ней можно зарабатывать существенные деньги, даже, грубо говоря, не выходя из дома. И так как мы понимаем, что погодные условия здесь такие достаточно жесткие, особенно в зимний период, и это позволит людям получать очень востребованную, одну из самых, я бы сказала, востребованных профессий в будущем. Это первое направление. Второе направление: мы хотим открыть такое предпредставительство кибердома в Якутске, и для этого в следующем году мы хотим сделать первый шаг, так называемый шоурум, где мы покажем и расскажем о том, что из себя представляет проект, как он помогает, какие форматы сотрудничества и мероприятий он создает. И благодаря этому привлечь партнеров из республикообразующего бизнеса присоединиться к этому проекту, потому что проект очень технологичный, он достаточно сложный, технический, достаточно высокобюджетный, и мы надеемся, что благодаря шоуруму, возможно, в ближайшие годы нам удастся открыть целое представительство здесь, которое будет системно заниматься вот всеми этими вопросами. А также, как я уже сказала, я думаю, что для правительства республики это тоже очень важное направление, это противодействие кибермошенничеству, телефонному мошенничеству, это системные программы по киберграмотности для населения. То есть мы здесь говорим и о школьниках, о студентах, о семьях с детьми, о пенсионерах. То есть практически мы охватываем весь спектр граждан. И наша некая такая уникальная история здесь заключается в том, что мы создаем не просто контент обучающий, мы создаем контент вовлекающий, используя все новейшие мировые методики. Это и большие квизы, и иммерсивные шоу, различного рода интерактивные лекции, которые именно на психологическом уровне вовлекают людей вот в эту сферу. Потому что все мы с вами знаем, например, что нужно мыть руки перед едой. Но вряд ли кто-то это делает. Также и в борьбе с кибермошенничеством. Мы понимаем, что это плохо, что нужно делать, какие-то базовые правила личной гигиены. Но для того, чтобы люди использовали, задумывались, нужно достучаться, так сказать, до их сердец, до их личного взаимодействия. Ну и главное, чтобы интересно было. Александра Владимировна, что насчет сессии? Да? На форуме вы вели тематические сессии, например, и гипербезопасность, да? Новые риски для бизнеса, государства. Что обсуждали, какие ключевые темы затронуты были? Искусственный интеллект сейчас, наверное, одна из самых популярных тем, и в рамках данной сессии мы обсуждали дуальность его применения в бизнесе с точки зрения того, что искусственный интеллект — это некий прикладной инструмент, который может быть использован как для защиты от кибератак, также он может быть использован черными хакерами и мошенниками для формирования нападающих атак. И эта дуальность и возможность применений в той и в другой сфере, насколько рано мы сейчас озабочены безопасностью внедрения искусственного интеллекта, насколько мы задумываемся о его применении, ведь даже для граждан сейчас существует большое количество программ помощников с искусственным интеллектом. Да? Это, собственно говоря, мы задаем много вопросов, да, как в Яндекс.Поиск, теперь различные GPT-чаты и гига-чаты, да, известных наших компаний российских. Мы систематизируем переговоры, мы составляем себе какую-то речь, то есть мы очень много пользуемся программами с искусственным интеллектом. Но мы должны задумываться о том, что любая программа — это написанная модель. Модель пишется человеком. Человек вкладывает в эту модель определенные факторы, определенный системный подход и стратегию. Любая модель может быть уязвима. Она может содержать заранее вложенные туда инструменты той же самой атаки или того же самого мошенничества или формирования какого-то определенного публичного мнения. Потому что машина сама не пишет текст, она формирует его по критериям. Эти критерии задает человек. Поэтому мы все с вами стремимся в цифровое будущее. Возможно, уже через 5 лет, а может быть и раньше, мы и наши дети будут учиться и черпать информацию в основном из программ, созданных на базе искусственного интеллекта. И мы все должны с вами понимать и обучать наших детей тому, что это двойственность. Мы всегда должны задавать себе вопросы, а почему
искусственный интеллект отвечает именно так, почему он дает нам именно эту информацию, а не дает какую-то другую, да, то есть это эпоха, грубо говоря, да, возможность определенного недоверия, взращивания вот этого навыка критичного мышления, критического мышления, да, относительно того, что мы всегда должны задавать вопрос, а почему именно так? А что имелось в виду, да? А что если вот так? И вот это мышление, на мой взгляд, ключевая черта будущего и один из самых главных навыков, которые мы должны растить в наших детях. Ну, то есть даже нейросеть надо проверять. Конечно, безусловно. Вот еще одна сессия на форуме «Белый хакер», да, вот как профессия будущее. На чем вот была сфокусирована дискуссия сама? Ну, тема очень интересная, очень нетривиальная, потому что, во-первых, сейчас идет такой большой информационный хайп вокруг профессии белого хакера, разрабатывается законодательство, и мы очень верим, что оно будет способствовать именно развитию этой профессии, а не, наоборот, ее такому жесткому регулированию. Профессия очень творческая. Люди, которые работают в этичном хакинге, это люди, обладающие уникальным мышлением, способностью задавать вопросы, которые другие люди не задают, способность разбирать системы. Их основная компетенция в том, что они ищут способы взлома для того, чтобы их блокировать, для того, чтобы предугадать действия злоумышленника, чтобы он не смог поступить точно так же. По сути, они пользуются теми же самыми инструментами, что и черные хакеры, но только в благих целях. Поэтому эта профессия очень дуальна, но она необходима, потому что бизнес и государство сейчас, особенно в условиях, в которых находится наша страна, выстраивают и обязаны выстраивать крайне эффективную безопасность, да, устойчивость к кибератакам. Как эту устойчивость проверить? Это очень серьезный и актуальный вопрос. Можно потратить много денег, создавая информационную безопасность, нанять большой штат, но ты никогда не будешь знать, насколько это устойчиво к реальной кибератаке, пока ты не проверишь это на деле. Вот сообщество белых хакеров — это как раз специалисты, благодаря которым мы можем получить эффективную оценку выстроенной системы защиты. По сути, это такой своеобразный краш-тест, да? То есть, когда создается какой-то новый автомобиль, безусловно, он не выпускается на дороге, пока он не пройдет краш-тест, и мы не убедимся, что он безопасен для нашей жизни и здоровья. То же самое здесь. То есть, только благодаря исследованию, киберучениям, кибериспытаниям, пин-тестом, это тестированием на уязвимости, мы сможем понимать, что мы действительно в стране и в рамках бизнеса выстраиваем эффективные системы защиты. Вот об этом, собственно говоря, мы и говорили на сессии, и где выступали представители действительно сильнейших белых хакеров в нашей стране. Спасибо, Александра Владимировна, что сегодня к нам пришли. Надеюсь, все соглашения вступят в силу уже в следующем году, и все проекты будут продуманы и осуществлены. Спасибо большое. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.